В зоне проведения специальной военной операции бойцы не теряют время даром. Во время своих выходных они проводят тактические учения. Позывной замполит, выходец из Якутии. Расскажи, пожалуйста, что на тебе надето, какая должна быть экипировка? Плитник простой, тоже с гуманитарки, с нашей якутской. Ребята помогли, Алекминский район помог мне приобрести плитники, приобрели плитники, закупились, все подогнали под себя. Магазины, рация, дым, гранаты, все, сбросник, сухарник, там, мародерка, как мы ее называем по-свойски. Так, кратко покажу. Также шлем тоже подарили. Все, камера для видеофиксации, потому что где отработал, там и зафиксировал. Маленько бы уделил внимание медицине, потому что медицина это очень самое важное. Вот примерно медицина какая. Промедол, бинты, жгуты. Также он от пневмоторакса, тут же физраствор, система сразу стоит 2 капельницы от потери крови, гемостатики, лейкопластырь, все для пневмоторакса, для такого, все что можно, все что необходимое. Это как бы минимализм небольшой такой, но самое нужное. Также хотел рассказать о разгрузочном поясе. Пояс разгрузочный, очень удобен, так как на броню много не повесишь, будет спина болеть, поясница. Из-за этого вот разгрузочный пояс. Вот 6 магазинов, 2 сбросника, гранаты и также еще второй эшелон медицины. Сколько вот все это весит? Около 20 килограмм. Вот этот шлем, как бы он тяжелый, но зато он сидит идеально на голове. Также наушники при бомбежке, ну, очень хорошо помогает, гасит. Вот так вот. И ради этого, видимо, нужно, чтобы всегда быть в форме, нужно да, всегда заниматься. Ведь саморазвитие, надо всегда развиваться, не стоять на месте. Потому что выживаемость только из-за этого рождается. Надо всегда не стоять на месте. Надо двигаться, развиваться. Тогда мы придем к победе, все будет хорошо. Вернемся домой к своим семьям, к родным, к близким. 3D принтер тоже просили, заказывали. Вот ребята с гуманитарки там со всей России отправляют нам пластиковые штучки такие. Это ВОК-17, от АГС идет. Ставим сюда. Вот тут мы уже все перебрали, разобрали. Грубо говоря, чтобы привести его в боевое действие, монетку убираем, накручиваем кольник. Также он все убрали. Когда при скидывании он срабатывает, и все. Замечательная штучка. Позывной «Сокол». Сейчас мы узнали у замполита о вашей разгрузке. Расскажи о своем боевом оружии, о ребятах, о службе, вообще обо всем, что хочешь рассказать. На данный момент это АК-12. Получил недавно коллиматор, пристреленный. Отлично себя ведет, оказал очень хорошую работу. Его ребята, с Якутии, да? Да, именно с Якутии, да, представитель мне вручил его. Работаем на направлении, не буду говорить. Задачи у нас ежедневные, каждую неделю выезды. Приезжаем вот на отдых, здесь мы занимаемся, у нас мини-полигон здесь. Пристреливаем оружие, отрабатываем медицину, тактические работы по отработке квадрокоптером. Много ли ребят с Якутии, как себя показывают? С Якутии ребят очень много. Хорошо себя показали и именно на задаче в плане выявления противника путем наблюдения. Вы сильные, храбрые мужики, так скажу. Ты же Жатая, да? Да, я сам Жатая. Ну, передавай привет. Передаю всем своим землякам, особенно своему руководству Саха Транснефтегазу. Всем привет! Уруй! Уруй! Уруй!